Бисмиллахир рахманир рахим, вассалат вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма бад. Дорогие дети, уважаемые зрители, сегодня мы продолжаем с вами изучение арабского алфавита. Сегодняшняя наша тема – следующие буквы, буква Та и Са. Буква Та, она чем-то похожа на букву Б в письме, но основным ориентиром, отличием от буквы последующих букв является две точки над буквой. Обратите внимание, как буква Та пишется. И две точки, как бы в виде смайлика, чтобы легко запоминалось. Такой маленький совет, чтобы арабские буквы запоминались легче, ассоциируйте с чем-то, и намного легко будет запоминать. Буква Та – мягкий звук, и произносится, и пишется в транскрипции примерно таким образом. Повторите, пожалуйста, за мной. Та. Умницы, молодцы. Звук мягкий, и поэтому, уважаемые зрители, на это следует обращать внимание. Обратите внимание. Буква Та. В начале слова. В середине слова. И в конце слова. Если вы обратите внимание, основной неизменяемый каркас этой буквы является количество точек. Это очень важный фактор. Следует обратить на это внимание. Уважаемые зрители, а теперь давайте с нашими детьми практиковаться письму буквы Та. Напиши, пожалуйста, букву Та. Вот, больше, вот. Теперь точки, две точки жирненькие. Достаточно. А теперь, Амелия, возьми, пожалуйста, маркер и напиши нам букву Та. Так, аккуратненько. Вот. Теперь две точки в серединке. Умница. Молодец. Мы продолжаем урок. И следующая наша буква – буква Та. Этот звук межзубный. Следует на это обратить внимание. Итак, буква Са. Отличительной чертой от буквы Та – это троеточие. Буква Са межзубная. Повторите, пожалуйста, за мной. Са. Са. Еще раз, пожалуйста. Са. Са. Молодцы. Уважаемые зрители, букву Са можно в транскрипте написать таким образом. Итак, буква Са. В начале слова. В середине. И в конце слова. Следует обратить внимание на количество точек, которое различается от буквы Та. Это троеточие. А сейчас возьмите ручки и напишите нам букву Та и Са. Самое последнее замечание для полноценного освоения материала. Если вы заметили, когда мы написали вот таким образом, вот эти части являются соединением с последующими или впереди стоящими звуками. Как бы эти звуки, эти буквы подают руку впереди и рядом находящим своим соплеменникам. Дорогие дети, уважаемые зрители, на этом мы завершили наш сегодняшний урок. До новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.